Min büyük şad sizin bugün gelgeniz için işten so'ng, o'quvdan so'ng oilalardan ayrılıp büyük zo'r rahmat sizga bu kishni bizning bilan, mening bilan, bizning kitoblar bilan o'tkazgan için. Меня зовут Лилия Гадель, я руководитель пресс-службы общественной организации, региональной общественной организации «Штаб Татар Москвы». Штаб Татар Москвы работает 24 года в Москве. Я присоединилась к ним примерно 2,5 года, и вот в течение примерно 1,5 лет я работаю как руководитель пресс-службы. То есть я пишу о штабе татар, статьи публикуются в федеральных и татарстанских журналах. Вот один из них «Известия Татарстана», где нас довольно регулярно публикуют. Вы получили сегодня. Нас публикуют и в Сюмбике, и журнал «Идель», и «Казан-Утлары», и «Шахри Казань». В наших силах, чтобы люди, живущие в Москве, татары, живущие в Москве и Подмосковье, нашли для себя свой дом, где они могли бы говорить на татарском языке, куда они могли бы привести своих детей, подростков, студентов, куда могла бы прийти молодежь и пообщаться, возможно, найти друг друга, потому что у нас люди встречаются, знакомятся, женятся, создают семьи и рождаются дети. И цели, в общем-то, очень благие. У нас есть клуб «Гиппократ», куда приходят медики, студенты, начинающие профессионалы, специалисты в разных областях медицинских, естественно, профессора, академики, преподаватели. И объединяясь, они друг друга находят. Студенты находят наставников, специалисты находят работу, то есть вот такой идет нетворкинг, как сейчас модно говорить. Еще у нас есть офицерский клуб, куда приходят люди, работающие в различных органах, то есть тоже есть у них темы для обсуждения. Сейчас мы еще создали клуб «Милли Калям», и вот «Милли Калям» собирает журналистов. Журналисты приходят начинающие, журналисты приходят, то есть кто-то в МГИМО учится и начинает писать. Есть журналисты, которые пишут, есть татар-журналисты. Мы еще создали такое сообщество тюркских народов. Есть сообщество, которое создал, по инициативе было создано, у нас есть такой аксакал, Гаяр Искандер. Вот, у него есть сайт МТСС, и он вышел с идеей создать вот такое татарское тюркское сообщество. Еще одна тема — благотворительность, и вот в этой большой теме благотворительности у нас есть благотворительность такая печатная, то есть мы издаем книги, подписываемся на различные вот региональные журналы, газеты, чтобы раздавать это все аксакалам. Молодежь у нас берет, кстати, для своих бабушек, дедушек, что очень приятно. Они знают, что придут в штаб татар, а где газета для бабушки. Вот, все берут, мы каждое мероприятие, люди уходят с печатными изданиями. Год назад идея пришла нашему руководителю, зовут его Ималеев Рустем Фаизович. Вот пришла идея создать книгу, в которой можно было бы собрать идеи, мысли, размышления, может быть, даже конкретные какие-то предложения и советы от выдающихся людей, татарских и башкирских. Я все-таки считаю, что мы друзья и братья. На тему, как сохранить язык, как сохранить народ, как передать это все следующим поколениям. И вот такая книга увидела свет. Полгода, наверное, мы собирали материал. Презентации решили сделать во всех городах компактного проживания татар. Уже, по-моему, мы съездили, наверное, в 15 городов. Я, познакомившись уже ближе, да, с вами, с человеком, который, как скульптор, да, пытается подмазывать вот эти вот трещины, да, вот на этой скульптуре, пытается подмазать, но один ты не сможешь. Тебе нужно измесить, тебе нужно материал поднести. И действительно, вот эти же ребята, которые находятся в Москве, они тоже пытаются латать. Пытаются латать. Я считаю, основным моментом здесь именно не, как вы говорили, касаемо финансирования. Понятно, это грандиозные проекты, большие проекты, начиная от школ, каких-то там медиаресурсов, да, то есть какие-то там телеканалы, радио, не будем забывать, да, тему радио. Это касаемо больших. Но хотя бы, если иметь начинку, я считаю, что это в любом случае заложено у нас. И в первую очередь моментом взять югалтмаска, я сказал. Югалтмаска, не потерять то, что имеем,
Строить не умеем, но не разрушить. И вот по максимуму, что делает штаб татар, они собирают сливки с точки зрения того, что там какие-то элиту собирают, с точки зрения сливки носителей родного языка. Те люди, которые приближены, они попадают, как и мы все. Я сам парень из деревни, приехал сюда, и я как бы, ну, не потерялся, зная, что здесь есть центр. И все то же самое происходит. Илья Шаров, первая задача, и ко всем присутствующим обращаюсь, задачу привлечь инвестиции, пробить стены и все остальное, я думаю, это уже и на совести людей, кто выше нас, да, так сказать, так сказать, возможно, в наше время придет, да, касаемо, когда, может, мы сможем решать данный вопрос или повлиять как на решение вопроса, кто знает. Но, тем не менее, все-таки задача, как на примере штаба татар, наших самарских татар в рамках региона и в рамках соседних регионов, потому что к нам приезжают тоже из Ульяновска, из соседних республик, привлекать татар к идентичности и сохранению языка.